Соглашение подписали Махмуд Али Калиматов и исполнительный директор Московского финансово-промышленного университета Вадим Лобов. Взаимодействие в сфере развития образования в Республике Ингушетия включает в себя возможность ранней профориентации подростков на бесплатной платформе Synergy Start. Популяризация предпринимательства в регионе будет осуществляться в том числе благодаря проведению различных бизнес-мероприятий. Стороны также будут сотрудничать в развитии туризма и продвижении бренда республики. Университет «Синергия» является одним из крупнейших российских частных вузов, основанных в 1995 году. В университете на 29 факультетах обучаются более 110 тысяч человек из 89 стран мира. Число образовательных программ по всем уровням образования достигает 500. Университет специализируется на подготовке профессионалов в области предпринимательства, менеджмента, IT-технологий, дизайна, банковского дела, а также креативных индустрий, включая медиа, актерское мастерство, кино и киберспорт, геймдизайн. В «Синергии» реализуется карьерно-образовательная платформа, гарантирующая помощь в трудоустройстве в крупнейшие компании-партнеры. Я посмотрел, у вас гуманитарная составляющая достаточно. Да, достаточно гуманитарная. Но мы на сегодняшний день заключили соглашение с Московским физико-техническим университетом и техническим университетом города Самары. Да. Нам не хватает, а у нас развивается промышленность, у нас есть и алюминиевая промышленность, кластер, у нас и плавим, и профиля делаем. Нам необходимы люди, которые бы были специальности инженерные, всякие, информационные, айтишные дела. Потому что если у нас построенный птицекомплекс Южный, да. Это 5000, вторая очередь уже более 10 тысяч будет. Это индейки, да? И там полностью компьютеризировано все. То есть технология такая, потому что самое главное для нас безотходная она. То есть у нас востребованность сегодня, но и очень интересно и нужно. Можем помочь. Да. Вот смотрите, если говорить про IT-направление, мы можем прямо сейчас развернуть подготовку специалистов, как школьников начинать готовить, так и взрослых, потому что мы работаем активно сейчас с Минцифрой, и для них реализуем большой проект подготовки специалистов по цифровым профессиям. Это происходит на бесплатной основе для, школьников и для взрослых. Это финансируется из Министерства цифры. Да. И здесь мы такое сотрудничество можем уже прямо сейчас реализовать. Нам нужно взаимодействие. Это очень важно. Да. Нам нужно взаимодействие с Министерством образования местным, с Минтруда, чтобы мы начали эту программу. Что касается медработников, у нас есть медицинский факультет, и можно поизучать вопрос, чтобы открыть, возможно, колледж медицинский на территории. У нас есть колледж. Медицинский. Да. Есть. Тогда мы можем при университете. Тогда мы можем... Министерство здравоохранения. Вот. Да. Это их профильный такой колледж. Можем с ними сделать какую-то совместную программу, чтобы укрепить их. То есть такое сетевое соглашение. Изучить их план. Да. Учебы, план. Да. Прилежность гуманитариев, понятно. Они так и так на стадии раннего возраста определяют. Я сам гуманитарий, поэтому я понимаю, надо тягу такую иметь. А сегодняшняя жизнь требует. То есть, если МРТ или КТ, значит, мы специалистов, не знаю, большие деньги платим, чтобы они посмотрели, а там докрутить что-то надо, понимаете?